Парк спецтехники в Гулрыбском районе планомерно обновлялся в течение последних нескольких лет. Только в прошлом году на приобретение экскаваторов, мусоровозов, бульдозера и грейдера было выделено более 92,5 миллионов рублей. На сегодняшний день в распоряжении района 23 единицы спецтехники. Главе государства рассказали о работах, проведенных для укрепления материально-технической базы ЖКХ. 9 и 21 сентября были сильные паводки. В районе было очень много повреждений, особенно в селе Бахмаран. Там работы провели мы около 22 дней. Там работал гусеничный экскаватор. Вся техника, которая была в гараже, все работы были выполнены. Также мы провели работы в Мясниково по чистке русла реки. Там провели на курортной, временные работы сделали. Все работы ежедневно проводим по заявлениям, по просьбам, работать на нужды района. Президенту показали и отремонтированное за счет средств местного бюджета здание службы ЖКХ. На эти цели было потрачено 9 миллионов рублей. При плане 527 миллионов 454 тысячи рублей фактические поступления в бюджет Гулрыбского района в 2025 году составили чуть более 563,5 миллионов рублей. Из них собственные доходы 340 миллионов, что по сравнению с 2024 годом больше почти на 166 миллионов рублей. Реконструкция международного аэропорта в селе Бабышира стала мощным стимулом как для развития туризма в районе, так и экономики в целом. За отчетный период сумма налогов, поступивших от его деятельности, составила 183 миллиона рублей. В районе ведется планомерная работа в части решения проблем водоснабжения, энергетики, ремонта дорог. Вопрос сбора средств за потребленную электроэнергию находится на постоянном контроле. В прошлом году в районе было установлено 3121 прибор учета электроэнергии. На сегодняшний день охват по району приборами учета составляет 33%. Говоря о сравнительном анализе, хочется отметить, что за 2025 год было начислено 213 миллионов 716 тысяч 890 рублей. За аналогичный период 2024 года было начислено 218 миллионов 561 тысяча 610 рублей. Оплачено в 2025 году 111 миллионов 654 тысячи 610 рублей. За аналогичный период 2024 года оплата составила 79 миллионов 618 тысяч 990 рублей. Процент оплаты в 2025 году составляет 52,2%. На ликвидацию стихийных бедствий, произошедших в сентябре 2025 года, направлено 5 миллионов 198 тысяч рублей. Всего на проведение ремонтно-восстановительных работ, приобретение оборудования и инвентаря, а также работ по благоустройству территории района направлено 37 миллионов 294 тысячи рублей. Президент Бадра Гунба, выступая перед активом района, отметил, что достигнутые районом успехи ощутимы. Глава государства поблагодарил депутатов Гулрыбского собрания за поддержку кандидатуры Саида Харазия в качестве главы местной администрации. Действительно, показатели в районе, они ощутимы. Буквально за 2 года увеличение бюджета в 2,5 раза – это серьезное движение вперед. Да, действительно, есть факторы, которые этому способствуют. Открытие международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба дает мощный импульс развитию района. Но при этом, при всем этом должна чувствоваться хозяйская рука, отношение к району, отношение к жителям. И в этом смысле я уверен, что глава администрации, коллектив администрации района всецело направит свои усилия на решение тех важных, актуальных вопросов в рамках развития района. Годовой дефицит электроэнергии в стране достигает 700 миллионов киловатт-часов. Бадра Гунба отметил, что такую колоссальную нагрузку республика пока не может покрыть самостоятельно. Решением проблемы президент назвал масштабную установку приборов учета. Безусловно, динамика впечатляет, но мы ни в коем случае не должны останавливаться на достигнутом. В районе, как и во всей нашей стране, есть большое количество проблем, связанных с инфраструктурой, с ветхостью сетей. В том числе, вы знаете, что огромная проблема у нас в энергоотрасли. Дефицит электроэнергии у нас как минимум 700 миллионов киловатт-часов по году. Это колоссальные средства, которые, к сожалению, государство пока осилить, реализовать в рамках своих экономических возможностей не может. Поэтому, конечно же, мы тут опираемся и
на поддержку наших российских коллег, но эта поддержка не может быть бесконечной. Мы должны создать благоприятные условия. Порядка 60 тысяч приборов учета мы установим в этом году для всех абонентов. Гулрыбский район аграрный. Президент напомнил, что 2026 год объявлен годом села и что в этом году 500 миллионов рублей будет выделено на поддержку крестьян. Бадра Гунба подчеркнул, что помощь государства будет нарастать с каждым годом. Здесь самое главное движение вперед и динамика. Вы можете вспомнить, когда несколько лет тому назад поддержка программ сельского хозяйства составляла не более 15 миллионов рублей. Это движение, я уверен, будет развиваться, и поддержка селам будет все более эффективной и в части финансовых средств более продуктивной. Через сохранение села мы решим большое количество проблем и, конечно же, снимем те угрозы, которые существуют в рамках сохранения идентичности. Поэтому, уважаемые коллеги, учитывая, что в том числе Гулрыбский район является сельскохозяйственным районом, мы будем наращивать эти объемы поддержки однозначно. Вы знаете, что в прошлом году мы начали масштабную работу по восстановлению инфраструктурных объектов, это в том числе Кодорское ущелье. Я уверен, что такого рода решения по комфортному, беспрепятственному доступу в Кодорское ущелье создадут в том числе как экономически благоприятные условия, это замечательные красивые места, рекреационные места, так и вопросы, связанные с безопасностью. Глава района Саид Харазия поблагодарил президента и актив за доверие. Для меня это не просто должность, это священное служение Богу, Родине и народу. Осознаю, что мне вверяется не просто административная территория, а живая душа народа, его чаяния и надежды, трудности и проблемы. Верю, мы вместе сможем сделать наш район процветающим и благополучным. Саид Харазия возглавляет Гулрыбский район с февраля 2023 года. До этого он был депутатом Народного собрания, где представлял интересы жителей района 10 лет. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.